2 или 2:15? 14 часов, да? Хорошо. Кто пришел, тот пришел. Дима, где это твой? Мне опять не вышло. Да? Девушка, девушка, вот сзади вас камера мешает. Спасибо. Мария, если вопросы, пожалуйста, сказали микрофон, потому что идет онлайн. Наталья, поможете, да, изучить? Привет. Время 14 часов. Все, кто хотел посетить наше мероприятие, пришли. Я думаю, вы объективно оцените, доведете эту информацию до жителей Республики Саха-Якутия о той работе, которую мы проводим. Но тема нашей пресс-конференции, вы знаете, что вчера, 10 апреля, в 18 часов завершена процедура выдвижения и регистрации участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Мы еще раз напоминаем о том, что мы единственная партия, которая в Российской Федерации проводит предварительное голосование на все уровни выборов, начиная выборы в Государственную Думу, кончая представительными органами
муниципальных образований малых наследников, начиная с должности главы страны. Егор Афанасьевич Борисов также проходил процедуру предварительного голосования. Народные депутаты, выдвинутые от партии «Единая Россия», также в Государственном собрании Тюмень также проходили процедуру предварительного голосования. Итак, 18 часов 10 апреля процедура движения завершена. Надо сказать, что, в общем-то, к ней в соответствии с требованием мог быть допущен любой желающий, имеющий партийную принадлежность, либо не имеющий партийной принадлежности, но не являющийся членом другой партии. Сегодня в 10 часов утра прошло заседание регионального оргкомитета, в результате которого два кандидата, которые подали свои документы в субботу и воскресенье, их полномочия в качестве кандидатов были подтверждены, они зарегистрированы в качестве кандидатов. Это Куприянов Юрий Степанович и Данчикова Галина Кентьевна. Итого, в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по одномандатному округу Республики Саха-Якутия будет принимать 16 человек. Если проанализировать структуру участников предварительного голосования, надо сказать, что 75% участников это мужчины, или 12 человек, 4 человека у нас женщины принимают, 25%. Средний возраст участников предварительного голосования 48 лет. Молодежь до 35 лет, как мы считаем молодыми людьми, это 2 человека. Есть люди, 5 человек, которые являются уже пенсионного возраста. Из участников предварительного голосования 3 человека работают в органах исполнительной власти. Депутатами являются 3 человека, в том числе 2 участника предварительного голосования. Это народные депутаты Государственного собрания Тюмень и 1 депутат городской думы. У нас также по спектру представленных товарищей, которые изъявили желание принимать участие, есть представители культуры и здравоохранения, науки, средств массовой информации, спорта, образования, казачества, представители Общественного народного фронта. Ну, из всех членов, из 16 человек, надо сказать, что 62% людей, они являются представителями общественности, они задействованы в каких-то общественных организациях. По образовательному уровню 94% участников предварительного голосования имеют высшее образование. По членству партии 9 участников являются членами партии «Единая Россия», 7 человек являются беспартийными. В ходе нашей работы также сформировано 165 участков избирательных, в которых мы будем проводить процедуру предварительного голосования 22 мая. Еще раз напоминаю, 22 мая единый день по всей стране, в том числе Республике Саха-Якутия, когда будет проведена процедура предварительного голосования. Будет задействовано 592 члена счетной комиссии, эти люди уже определены. И мы планируем, что к этому периоду, значит, мы задействуем не менее 93 тысяч участников для того, чтобы определить кандидата и принять политическое решение о выдвижении кандидата от партии «Единая Россия» на предстоящие думские выборы 18 сентября. Агитация в рамках положения о предварительном голосовании будет проводиться до 21 мая. Есть определенные ограничения, о которых мы на предыдущей встрече с вами говорили. Это запрещено агитировать против другого участника, запрещено, значит, тему экстремизма упоминать, запрещен денежный подкуп, и также запрещено использование изображений и высказываний физических лиц об участнике без письменного согласия. Вся информация о ходе проведения предварительного голосования. Сейчас у нас начата процедура дебатов. Мы определили 15 площадок. На 6 площадках дебаты уже проведены. Но хочу сказать, уважаемые коллеги, дебатами не ограничивается агитация. Чтобы вы правильно понимали, и жители республики. Дебаты один из уровней агитации. Никто не убирает вопрос прямых встреч с населением. Любой из участников предварительного голосования
обязан, ну и должен, если он желает победить в этой борьбе, проводить встречи с населением. 15 площадок определено по дебатам, как я сказал, на 6 уже проведены. Мы выбрали, вернее, есть федеральная повестка, в котором предлагается 5 направлений для обсуждения. Одна из них — это сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика. Также тема для обсуждения на дебатах — экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициативы. Третья актуальная тема также борьба с коррупцией. Четвертое — качество повседневной жизни, жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная городская среда. И пятое, мы выбрали также развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности. Но мы плюс ко всему, учитывая, что мы Арктическая республика, мы предложили участникам предварительного голосования свою тему региональную, и эта тема называется «Север и Арктика. Стратегия жизни». Данная тема для обсуждения будет предложена в формате видеоконференции с участием в видеорежиме с арктическими улусами республики. Вот по такой методике мы пойдем. Но сейчас, учитывая, что у нас 16 участников, возможно, что мы увеличим количество площадок, потому что товарищи, которые у нас заявились позже, вот сейчас уже высказывают мнение о том, что они хотели бы принять участие во многих площадках, которые уже официально объявлены. Для того, чтобы провести процедуру легитимно, конкурентно и открыто, как нам ставит задачу руководство партии, мы предполагаем расширение этого количества площадок. Еще раз напоминаю, вся информация о предварительном голосовании на сайте Единой России, pger.ru. Полностью все дебаты, которые будут проведены на территории Республики Саха-Якутия, также будут размещены там. Дебаты, которые будут проводиться в городе Якутске, имеется возможность онлайн-трансляции, они будут в онлайн-трансляции. Каждый из участников обязан принять не менее чем на 2 площадках участие. Это условие. В случае его неисполнения участник предварительного голосования будет снят с дальнейшей гонки. Вот вчера у нас прошли в Амге и параллельно также прошли в Вилюйске. И так каждые выходные до 15 числа у нас будут площадки. Не запрещается параллельно где-то площадки проводить, поэтому вот сейчас мы проанализируем желание, еще раз говорю, наших участников, мы это количество, возможно, увеличим. Вот такая информация. Спасибо, готов ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, газета «Якутия», Колбасина. Скажите, а вот сами кандидаты, участники праймерис, они определились, кто идет по одномандатному округу, кто по партийному списку, или там уже по итогам будет видно? У нас Республика Саха-Якутия является одномандатным округом, поэтому у нас бюллетень в предварительном голосовании будет один, где будет список 16 человек. Бюллетень будет на 2 государственных языках Республики Саха-Якутия, на русском и на якутском языке, и распространен по этим участкам, по 165 участкам избирательным. В ходе процедуры предварительного голосования и по итогам его 22-го, 23-го мы уже скажем, да, об итогах, мы определим своих победителей и, исходя из первого-второго человека, уже будем разговаривать с ними, кто у нас пойдет в партийный список, кто пойдет в одномандатный. Хочу напомнить еще раз, что решение окончательное об утверждении кандидатом от партии на том или ином избирательном округе принимает съезд партии, который будет в июне месяце. 22-го проведем, 23-го мы направим списки, кто у нас какое место занял, с каким результатом, и затем съезд партии утвердит их. Можно, да, вопрос? Алексей Толстяков, Якутия Медиа. Как вы оцениваете электоральную активность вот 22 мая при голосовании? Ну, мы планируем, что 93 тысячи должно прийти. Если кто-то придет и у нас не хватит бюллетеней, мы такой вариант тоже рассматриваем, то мы все равно мнение этих товарищей учтем в любом случае. Хотя в зачет пойдут, я ранее тоже говорил,
пойдут только те бюллетени, которые изготовлены в госзнаке. Но мы привлекаем всех. Я думаю, что мы вот ту планку 15% должны выдержать. Постараться выдержать и привлечь население. Это важное решение. Мы хотим же спросить у населения, в конце концов, кого вы считаете достойным кандидатом для участия в предстоящих выборах от партии «Единая Россия». Поэтому максимальное количество людей мы заинтересованы, чтобы это решение было правильно. Чем больше людей примет решение и выскажется за этого человека, значит, мы будем уверены, что он достойный кандидат, и мы приняли правильное политическое решение по его выдвижению. Еще вопрос можно, да? Пожалуйста. Любые выборы — это достаточно такое затратное мероприятие. Праймерис не исключение, скорее всего. Сколько средств вы планируете затратить на проведение праймерис? И из каких фондов эта сумма организовывается? Хочу сразу сказать, что позиция руководства партии, вообще сама процедура предварительного голосования, она финансируется именно Центральным исполнительным комитетом партии. Так? Выезд участников для участия в дебатах и агитации, это оплачивают сами участники. Но у нас ничего бесплатного не будет. Каждый член счетной комиссии за работу 22 мая получит зарплату. С каждым из них заключен договор на трудовой, значит. Все участки, где будет проводиться предварительное голосование, 165 участков, по ним заключены договора об аренде этих участков и будет произведена оплата. Вот это те суммы, которые партия берет на себя. Но, естественно, агитация самого кандидата, это его уже бюджет. Его выезды, там, участие в них и так далее. По, значит, договорам аренды и по договорам с членами участковых счетных комиссий, порядка 3 миллионов планируется финансирование Центрального комитета партии. Это по всей республике для того, чтобы организовать единый день голосования 22 мая. А как Александр Александрович отметил, что все другие расходы по агитации и так далее несут сами участники предварительного голосования. Пожалуйста, еще вопрос, коллеги. Слишком много рассказали, вопросов не осталось. Вчера у нас в гостях был Озеров Виктор Алексеевич, наш куратор, федеральный куратор от партии «Единая Россия». Вот он принял участие, мы съездили с ним, посмотрели, как проходят дебаты в АМГе. В общем-то, ему достаточно понравилось. Дорога оказалась намного легче, чем мы его тут запугали немножко. Но поучаствовал, вечером вернулись, сегодня вылетел в Москву. Так вот, он нам вчера рассказывал тоже, он военно-политическое училище закончил, где, говорит, лекторы ему говорили, если вопросов нет в зале, либо зал спал, либо вы плохо довели информацию. Хорошо. Еще вопросы? Партии здесь, в Якутии. Ну, он об этом в своей пресс-конференции тоже говорил, о том, чтобы оценивать работу Якутского регионального отделения. Это я его слова перевожу, чтобы вы не подумали, что я себя обеляю там или пеплом посыпаю. Не его задача именно проведение предварительного голосования. И он сам в Совете Федерации возглавляет комитет по национальной безопасности, по обороне национальной безопасности. Соответственно, курирует те формирования военные и правоохранительные органы, в которых, в общем-то, работа политических партий запрещена по закону. Поэтому он тактично не стал нас оценивать, нашу работу, как и работу фракции «Единая Россия». Он единственное сказал, что наше Государственное собрание Литумена одно из активных законодательных органов на Дальнем Востоке. Все, коллеги? Ну, если вопросов нет, предлагаем тогда встретиться дальше после предварительного голосования, где мы с вами уже расскажем об итогах. Ну, может быть, еще промежуточно встретимся в начале мая, пообщаемся по вопросам проведения предварительного голосования и как происходит событие. Спасибо. Спасибо.